Единство, солидарность, справедливость – это принцип всей проводимой профсоюзом работы. Для профсоюзов Чувашии 2020 год – это великая дата. В этом году они отмечают столетний юбилей. За историю длиной в 100 лет организации профсоюза ставили перед собой цель защиты прав человека труда, поиска эффективных путей решения социально-экономических и трудовых вопросов. За все годы своего существования основная деятельность профсоюзов России и Чувашии была направлена на защиту интересов человека труда. И на сегодняшний день, думаю, что мы с полным правом можем определить роль профсоюзов в обществе как основного гаранта трудящихся по защите их трудовых прав и интересов, а также как одного из участников социального партнерства, от которого во многом зависит согласие и социальная стабильность в обществе. Так, в Доме союзов прошло торжественное заседание чувашских профсоюзов, в котором принял участие временно исполняющий обязанности главы Чувашской республики Олег Николаев. Он отметил важность работы профсоюзов Чувашии, а именно защиту прав трудящихся. На самом деле здесь мы с вами однонаправленно действуем, то есть органы государственной власти и руководство Чувашской республики также нацелены ровно на те же задачи. И через создание современных предприятий, современных условий труда, повышение производительности труда, а это не что иное, совершенно новые технологии, новые подходы в организации трудовой деятельности, создавать как раз те условия труда, при которых человек мог бы реализовывать себя. Также Олег Алексеевич предложил использовать новые подходы в дальнейшем взаимодействии между членами профсоюзов и руководством Чувашской республики. Главной целью всех этих изменений, конечно же, должна быть только эффективная защита прав людей, которые осуществляют трудовую деятельность. И только совместными усилиями, только последовательными действиями мы с вами добьемся вот такого результата и охватим максимальное количество людей, которые осуществляют трудовую деятельность. В честь столетнего юбилея Олег Алексеевич наградил медалями членов профсоюзных организаций за проводимую ими значимую работу. А работники, в свою очередь, благодарили в ответ временно исполняющего обязанности главы Чувашии. Уважаемые товарищи, Олег Алексеевич, вы за полгода работы на посту руководителя республики дважды сочли возможным и нужным встретиться с руководителями профсоюзных организаций. Это очень хороший знак того, что вы намерены очень конструктивно взаимодействовать с профсоюзными организациями в решении многих вопросов. Профсоюзы – это та армия, которая объединяет тысячи трудящихся во всех отраслях экономики, культуры, образования и социальной сферы. Вы – то начало, которое объединяет трудящихся и работодателей, сообщила Алена Елизарова, министр труда и социальной защиты Чувашской республики. Она также упомянула другие значимые работы, проводимые профсоюзом. Для нас профсоюзы – это стратегический партнер, который помогает нам решать те социальные вопросы, волнующие наших жителей республики. Это повышение заработной платы, улучшение условий охраны труда, это создание новых рабочих мест. С этого года мы реализуем помощь в рамках социального контракта тем, кто особенно в ней нуждается. С этого года мы реализуем новые меры поддержки на детей от 3 до 7 лет, которые растут в семьях. К началу нового учебного года наши многодетные семьи, где растут 3 и более детей, получают выплату единовременную в размере 5000 на каждого ребенка, кто учится в школе. Профсоюз работников Чувашии не стоит на месте. Она крепнет, развивается и ищет новые эффективные методы решения вопросов отрасли трудящихся. Надеемся, что в дальнейшем это будет продолжаться. Татьяна Козлова, Антон Небытов. Жизнь столицы.